Камбажап-Цибиков. Избранные труды. О Центральном Тибете прочитано Камбажап-Цибиковым 7 мая 1903 года на общем собрании Императорского русского географического общества. Это был отчет Цибикова о своей экспедиции. Избрание Далай-ламы до 1822 года, выбора 10-го перерожденца, основывалось на предсказаниях высших лам и определениях прорицателей, при выборе 10-го перерожденца впервые было применено на практике, установленной при императоре Цань-Лун, метание жребия посредством так называемой сырбум «золотая урна». Она состоит в том, что имена 3 кандидатов, определенных прежним порядком, пишут на отдельных билетиках, которые затем кладутся в золотую урну. Эта урна сначала ставится перед большой статуей Джова Шакьямуни, и возле нее депутатами от монастырей совершаются богослужения о правильном определении перерожденца. Затем урна переносится в Паталу, во дворец Далай-ламы, и здесь перед дощечкой с именем императора в присутствии высших правителей Тибета и депутации от главнейших монастырей маньчжурский Амбань посредством 2 палочек, заменивших у китайцев вилки, вытаскивает один из билетиков. Чье имя написано на этом билетике, тот и возводится на Далай-ламский престол. Избрание утверждается императорской грамотой, и счастливый или несчастный мальчик с большими почестями переносится во дворец. С этих пор ему воздаются долженствующие почести, и к нему стекаются поклонники. При этом с самых ранних лет его начинают обучать грамоте под руководством специального учителя Йон Цзин, выбираемого из наиобразованнейших знатных лам. Затем ему дают чисто богословское образование по вышеупомянутым 5 отделам и всем 7 их толкованиям. Для практических диспутов представляются по одному ученому ламе со всех богословских факультетов 3 главных монастырей. Эти руководители называются Цан Шавханбо, в числе коих при нынешнем Далай-ламе состоял и наш соотечественник Бурят Акван-Даршиев. По окончании курса учения Далай-лама получает высшую ученую степень по богословию, по тому же порядку, как и другие ламы, но, понятно, с более обильной раздачей денег монастырям и более осторожными вопросами со стороны диспутирующих с ними ученых лам, назначенных вперед. После сего 21 или 22-летнего возраста Далай-лама вступает как бы в зрелый и самостоятельный возраст. Но мы должны упомянуть, что начиная с 1806 года сменилось 5 Далай-лам. Нынешний по счету 13-й Тубдан Джамсо родился в 1876 году и, следовательно, в настоящее время ему 27 лет. Годов 6-7 тому назад он вступил в борьбу со своим регентом, знатнейшим из тибетских хутуктов Демо, и из нее вышел победителем, благодаря чему, без сомнения, избежал участи своих 4 предшественников, погибших в разных возрастах, часто вследствие насильственной смерти, причиняемой регентами и представителями других партий, старающимися остаться подольше у власти. Настоящий Далай-лама обвинил Дему Хутукту
составлении заклинаний против его жизни, конфисковал его громадное имущество, а самого посадил под строгий домашний арест в отдельной комнате, где Дема Хутукта оказался задушенным в один истинно прекрасный осенний день 1900 года. Сам Далай-лама принял на себя верховное правление Тибетом, и одним из выдающихся его предприятий является отмена смертной казни, сильно практиковавшейся при регентах. По-видимому, он вообще очень энергичный и готовый на хороший человек с достаточной любознательностью. Вторым лицом ламаистской иерархии является Банчен Эрдени, живущий в монастыре Дашел-Хумпо Цзанской провинции. Первым Банченом Эрдени является Лама Лобсон Чаджи Жалсан, родившийся в 1570 году. Этот ученый лама был наставником 4 и 5 Далай-лам, причем сыграл немаловажную роль в политических делах, послуживших к возвышению власти Далай-лам. Официальный титул Банчен Эрдени и императорскую грамоту с печатью получил лишь третий Банчен Балдан Ише в 1780 году на аудиенции в Пекине. Ныне живет шестой перерожденец, родившийся в 1882 году и, следовательно, имеющий ныне 20 лет от роду. Если в официальной власти Банчен уступает Далай-ламе, то в воззрении ламаитов он несравненно выше его по своей, так сказать, святости. В особенности он чтим как будущий царь священной войны Шамбалы, в которой он будет главным предводителем. Далай-ламу принято называть и Джамгон, там же Ченба, всеведущий предмет веры. Но такое название тибетец придает всякому чтимому им знатному ламе-перерожденцу, так как религиозное обаяние Далай-ламы вследствие его малодоступности меньше действует на верующих, чем авторитет ламы, с которым они постоянно поддерживают отношения. Поэтому в местностях, более удаленных от Лхасы, Далай-ламу знают лишь как верховного правителя Тибета, а религиозное чувство мирян направлено к местному патрону, безразлично, к какой бы секте он ни принадлежал. Кстати, заметим здесь, что господствующим в Центральном Тибете является учение Дзангхавы, но оно, вступив в борьбу с другими сектами, в первый период своего распространения ныне уже совершенно примирилось и сделалось, по меньшей мере, индифферентным к ним. Современный ламаит вообще и тибетец, в частности, с одинаковым решительно благоговением и верою относятся к предметам поклонения разных сект. Даже верховное правление Тибета с Далай-ламой во главе часто обращается за исполнением заклинаний к представителям старой красношапочной секты. Простой народ, конечно, делает это по своей неразвитости и суеверию, но такое объяснение неприложимо к верховным представителям желтошапочников. Обращение их к другим сектам, по нашему мнению, делается из политических видов удовлетворения суеверных потребностей народа и оправдания себя перед ним, и в случае народных бедствий и неудачных случаев в политике. Верховное управление страной находится в руках Совета под председательством Далай-ламы, называемого Дэвэшун. Главная часть этого совета состоит из 4 галлонов, то есть сановников, назначаемых китайским императором, совещание коих происходит в особой канцелярии Гашак, то есть приказном доме. Они назначаются из выдающихся аристократических домов, причем 3 из них бывают светского и 1 духовного звания.
Для местного управления страною из Давашуна высылаются правители обыкновенно по двое с одинаковыми полномочиями, один духовный, другой светский. Часто уезды отдаются на откуп, который состоит в том, что арендатор, правя по известным обычаям, должен вносить в казну определенную сумму деньгами или натурою. Обыкновенно откупщиками являются члены Верховного управления, которые высылают в уезды своих людей. В последнее время центральное правление, по-видимому, стало стремиться к собранию земли с каковой целью под разными предлогами отбирает у монастырей участки или выкупает с выплатой ежегодных доходов. Вообще делами Тибета правит наследственная аристократия. Будет ли то сын, наследующий права отца, или же перерожденец, наследующий права своего предшественника. Но при строгой замкнутости родовой аристократии, не смешивающейся с простым классом, центральное правление Тибета при всем своем совещательном характере должно быть названо аристократической олигархией. Мы сказали, что председателем Центрального управления является Далай-лама. Естественно, возникает вопрос, кто же заменяет его после смерти до времени избрания нового перерожденца и далее до его совершеннолетия. Этот вопрос возник впервые в 1757 году после смерти седьмого Далай-ламы, и разрешение его состояло в том, что властью китайского императора был назначен регент под официальным названием правителя Далай-ламского казначейства с титулом Намунгхана. Сами тибетцы называют его в письменности наместником хана, а в обыденной речи просто тибетским ханом. Первым регентом был назначен знатнейший из хутуктух Дэймо, и после этого регентами назначались только знатные хутукты. Суд и вообще все административные дела основаны на взяточничестве. Разбирательство дела на пытках посредством плетей и других средств, между коими самым жестоким считается прижигание горячего сургуча. Применяются смертная казнь посредством утопления, тюремное заключение, ссылка с отдачей в рабы, ослепление, отрезание пальцев, вечные кандалы и колодки, наказание плетьми, постоянного войска, живущего на содержании от казны, 4000. Вооружение его состоит из пик, фитильных оружий с рожками и из луков. Для защиты шлем, украшенный перьями, небольшой плетеный щит и у некоторых панцири. Войско, по-видимому, плохо дисциплинировано. Заведуют им дайбоны, назначаемые из высшей аристократии. Солдаты в обычное время живут по домам, в деревнях и лишь периодически собираются к постовым пунктам, где производят им смотры, состоящие в обучении пальбе холостыми зарядами и из луков. Войско делится на конницу и пехоту. Если тибетцы восточных провинций склонны к грабежам и разбойничьим набегам, то центральный тибетец не любит воинских подвигов, он гораздо миролюбивее и более привержен к мирным трудам, причем воинскую повинность считает излишней и мешающей домашним занятиям. Поэтому очень часто приходится видеть, как солдат, идучи на смотр или возвращаясь сонного, придет шерсть или простегивает подошвы сапогов, или, наконец, вертит ручной цилиндр с молитвами, или перебирает четки. Вообще про разбойничьи племена
по крайней мере. Восточного Тибета должно сказать, что они стараются поживиться чужою собственностью без пролития крови, действуя лишь устрашением малодушных. Чуть они увидят, что противники решились оказать серьезное сопротивление, удаляются восвояси. Если одни разбойники разграбят, что называется, догола, то другие оставляют ограбленному одежду и пищу. Монастыри управляются своими законами при посредстве своих же старшин, высшие из коих в главных монастырях назначаются далай-ламой. Дисциплина на весь режим основан на страхе перед правителями. Страх этот должен проявляться всюду. На улице монах не должен даже показываться им. В совершенно исключительных случаях встречи он должен лечь, завернуть голову своим покрывалом и лежать неподвижно, как мертвый. Суд основан преимущественно на взяточничестве. Наказанием служит изгнание из монастыря с конфискациями, денежные штрафы и розги, причем последние могут послужить и орудием для смертной казни. Материальное положение простых монахов Тибета так плохо, что провинившийся всегда предпочитает розги денежным штрафам. Что касается сношений Тибета с другими странами, то они ведутся с английской Индией через Бутан, с Кашемиром через Ладак, непосредственно с Непалом, Китаем и Монголией. Из Индии Тибет получает английские материи, преимущественно дешевые сукна и гладкие плис, эмалированную посуду, чайники, тарелки и чашки, предметы роскоши, кораллы, янтарь, парчу, лекарственные и красильные продукты и всякие английские безделушки – зеркальца, бусы, баночки, спички, ножички и так далее. Все эти товары привозятся местными бутанскими, непальскими, кашмирскими, китайскими торговцами. Вообще тибетцы в последнее время все более и более привыкают к английским изделиям. Помимо того, английские рупии начинают конкурировать с местными монетами. Предметами вывоза в Индию служат яковые хвосты, овечья шерсть, бура, соль, серебро и золото, отчасти яки и приводные из западного Китая лошади и лошаки. Из Китая получают главным образом любимый тибетцами чай, фарфоровую посуду, бумажные и шелковые ткани. Затем из западного Китая привозятся лошаки, лошади и в ограниченном количестве ослы-производители. Собственно, для китайского рынка Тибет, по-видимому, не экспортирует много товаров, а продукты и товары, производимые в Тибете или привозимые из Индии, экспортируются в Китай. На они идут главным образом на удовлетворение потребностей монголов-ламаитов. Предметами вывоза служат разные предметы культа, как то небольшие статуэтки, рисованные изображения, священные книги и другие издания, полученные посредством деревянных стереотипов, воскурительные свечи, разные пилюли, ленточки, павлиньи перья, листообразные семена, дзамбага и другие предметы, цены на которые бывают очень высоки ввиду набожности монгола-ламаита и его преклонения перед святынями Тибета. Чем знатнее лицо, от которого исходят некоторые вещи, тем дороже и охотнее покупаются они. Затем на более правильной почве ведется торговля тибетским сукном, термо, трико, желтыми шапками духовных и тому прочее. Объем торговли, зависящий единственно от религиозного чувства покупателей, равно как и размеры подношений,
тибетским ламам доходят до значительных сумм ежегодно. Торговля же обычными товарами едва ли превышает 100 тысяч рублей на наши деньги. Вследствие того, что, во-первых, в Монголию вывозятся предметы культа, и, во-вторых, капиталами обладают лишь казначейства, перерожденцев и монастырских общин, торговые караваны снаряжаются исключительно казначействами Далай-ламы или других богатых перерожденцев и монастырских общин. Ответственные начальники караванов называются цанбонами. Снаряжаемые Далай-ламским казначейством цанбоны должны через 3 года удвоить первоначальный капитал, образованный из суммы стоимости товаров по значительно вздутым ценам. При этом каждый последующий цанбон делается контролером предшествующих, то есть заботится об исправном выполнении ими условий. Те и другие торговцы в Монголии, кроме торговых операций, производят еще сбор пожертвований на то или другое предприятие монастыря или перерожденца. Если к этому добавить о тех громадных средствах, какие набирают в Монголии знатные и незнатные ламы, приглашаемые или сами прибывающие туда, то можно с положительностью сказать, что Монголия в значительной степени служит обогащению Тибета. Сношений Тибета с Россией не было до самого последнего времени, хотя русскоподданные буряты с давних пор ходили в Тибет тайно, опасаясь стеснений со стороны русской администрации. И в Тибет приходили под подложными именами халхасских монголов из опасения не быть допущенными как иностранцы. На годов 15 тому назад между халхассами и бурятами, принадлежащими одной общине в Брайбуне, по незначительному поводу произошла распря, причем халхассы назвали бурятов орос, то есть русскими. Разбирательство дошло до высших инстанций, и благодаря умелому умению его бурятскими ламами было установлено, что буряты, хотя принадлежат русскому царю, но исповедуют желтошапочную религию. Поэтому возбудивший дело халхасец, проиграв процесс, должен был удалиться из монастыря, а остальным было наказано, что будет взыскиваться штраф 5 ланов, это около 7 рублей, с того, кто назовет бурята орос. Россия едва ли может рассчитывать на Тибет как выгодный рынок сбыта своих товаров, но иметь сношение с Тибетом для нее важно в том отношении, что это центр ламаизма, к которому прикованы помыслы современных монголов, и из коих около 500 000 под названием бурятов и калмыков находятся в русском подданстве. В заключение скажем, что, выехав из Лхасы в обратный путь 10 сентября 1901 года, я мог прибыть в гостеприимный дом нашего ургинского консульства только 5 апреля 1902 года. Вследствие неблагоприятно сложившихся для меня обстоятельств в пути, говорить о коих здесь не стоит. Теперь позволю себе выразить мою благодарность Совету Императорского Русского Географического Общества с его маститым вице-председателем Петром Петровичем Семеновым во главе за данную мне возможность посетить Центральный Тибет. Этим закончился доклад Гамбажап-Цибикова, прочитанный 7 мая 1903 года на общем собрании Императорского Русского Географического Общества. На этом мы заканчиваем отчет Гамбажап-Цибикова о Центральном Тибете. Далее следует научный труд Гамбажап-Цибикова, имеющий название «О монгольском переводе Ламрим Чинпо».